Люди говорят, что как брали деньги от Шора, так и будут их брать и дальше. И, безусловно, эта проблема есть, этот феномен есть, потому что когда люди выбрали себе власть, я в данном случае говорю о Башкане Гагаузии, о председателе Народного собрания, и они официально заявляют, что эта помощь легальная, пожалуйста, получайте, пишите заявление. Конечно, люди доверяют этой власти и получают эти средства. Но вместе с тем я несколько раз уже публично об этом говорил, что то соглашение было незаконным, оно не было согласовано с Министерством иностранных дел Республики Молдова, оно не было принято в форме местного закона. И поэтому вот о той открытости, о которой мы говорили, если бы глава Гагаузии, председатель Народного собрания открыто бы сказали, мы хотим вам помочь, но делаем это незаконно, это было бы одно. То есть люди бы все знали свою ответственность. Поступать так, писать эти заявления или не писать. Но когда им власть Гагаузии говорит, пишите настоятельно, мы вам хотим помочь, и люди писали, люди оказались в западне, и, к сожалению, вот сейчас есть много судебных разбирательств с неизвестным финалом для людей. И прежде всего, я встретился с одним человеком пожилым, он говорит, ну что же вы делаете, ну в данном случае имеет власти Гагаузии. Многие из тех, кто получает эту помощь, они в жизни полицейского не видели. Да? То есть люди прожили по 40-50 лет, проработали, для них полиция это чего-то, чего не было в их жизни. К ним приходят полицейские, пишут. То есть он говорит, это настолько стрессово, настолько унижает людей. И он говорит, ну что же вы, власти Гагаузии, наделали? Пойдите в Кишинев, на колени встаньте, чтобы этих людей не... Ну, я сейчас просто говорю слово в слово, что человек сказал. Человек очень хороший, серьезный, ответственный. Вот до чего довела власть Гагаузии, когда нет ответственности перед людьми. Тот сидит в Москве, там улыбается, да, в этой барвихе с этими деньгами. Людей подставили, людям сделали кучу проблем. А те, кто говорили, что это неправильно, помогите людям, их сделали изгоями и врагами.